15 апреля 1941 года образована Абхазская государственная филармония. Здание филармонии построено в 1947 году. Архитекторы Цинцабадзе, Камоев. Официальное открытие состоялось в 1949. Ранее на этом месте стоял Сухумский кафедральный собор, построенный в 1888 году. Он был разрушен в 1937. Во время грузино-абхазской войны филармония была повреждена и разграблена. В феврале 2009 года Абхазская государственная филармония вновь открылась после капитального ремонта. 15 апреля – День прокурорского работника Абхазии. 15 апреля 1994 года указом председателя Верховного Совета Республики Абхазия Владислава Ардзинба была учреждена Генеральная прокуратура Республики Абхазия. В структуру Генпрокуратуры входят Следственное управление, Гражданско-судебный отдел, Управление общего надзора, Уголовно-судебное управление, Организационно-инспекторское управление. В разные годы генеральными прокурорами Абхазии были Анри Джиргения, Рауф Коруа, Заур Барциц, Сафарбей Миканба. С 2014 года Генеральную прокуратуру Республики Абхазия возглавляет Алексей Ломия. 15 апреля 1997 года Абхазия была отключена от междугородней телефонной связи. 15 апреля 2008 года в Сухуми состоялась встреча президентов Абхазии и Южной Осетии Сергея Багапша и Эдуарда Какойты. Подписано соглашение о сотрудничестве в таможенной сфере. На встрече президенты обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Также было официально открыто посольство Южной Осетии в республике. 15 апреля 2010 года Сергей Багапш и Сергей Богданчиков заложили первый камень в основании первого автозаправочного комплекса совместного предприятия «Роснефть-Абхазия». В декабре 2009 года в Сухуми правительство Абхазии и руководство ОАО «Роснефть» подписали договор об условиях геологического изучения шельфа Абхазии в Черном море. 15 апреля 2011 года Анзор Мукба избран председателем Союза писателей Абхазии. Ранее занимавший пост председателя Союза писателей Терентий Чания сложил свои полномочия по состоянию здоровья. 15 апреля 1924 года родился Александр Тария, ветеран Великой Отечественной войны, общественный деятель, заслуженный работник культуры Республики Абхазия. Воевал в составе 808-го стрелкового полка 394-й дивизии на Краснодарском направлении. В боях за Усть-Лабинск был тяжело ранен и уволен по инвалидности. Был заместителем редактора газеты «Апснахапш», заведующим Домом политпросвещения Абхазского обкома, директором Абхазского государственного музея, председателем Республиканской организации ветеранов войны и труда. Награжден орденами Отечественной войны первой степени, 2 орденами Отечественной войны второй степени, медалями за отвагу, за оборону Кавказа и другими. 15 апреля 1926 года родился Сулейман Цыба, футболист, руководитель футбольного клуба «Бешикташ». Выступал в составе сборной Турции, Греции, США. До 1954 года продолжал играть как в составе «Бешикташа», так и сборной страны, однако позже вынужден был оставить большой футбол из-за травмы колена. Цыба остался в истории клуба как один из лучших и результативных игроков. За время его руководства «Бешикташ» стал 5-кратным чемпионом Суперлиги, 4-кратным обладателем Кубка Турции, 4-кратным обладателем президентского Кубка Турции. Цыба пользовался непререкаемым авторитетом среди спортивной элиты Турции. Время его правления называют «золотой эпохой» в истории Бешикташа. 15 апреля 1929 года родилась Клара Килба, кандидат педагогических наук, доцент. Она автор 25 научных работ. В своих трудах раскрывает педагогические взгляды видных абхазских учителей и методистов. Одно из ее исследований посвящается просветительско-педагогической деятельности Дмитрия Гулия. Одна из первых начала читать педагогику и психологию на абхазском языке студентам педагогического и дошкольного отделения Абхазского государственного университета.
15 апреля 1946 года родился Анзор Мукба, писатель, заслуженный артист Абхазии. Его исторические драмы «В солнечное затмение» и «Когда все двери открыты» в постановке режиссера Картава, а также пьеса «Аламус» успешно шли на абхазской сцене. В качестве актера им сыграны роли Дона Карлоса в одноименном спектакле по пьесе Шекспира, Лаши и Налыпа в «Лучах далекого солнца» Сымсыма, Нестора Лакоба в 4 марта Аджинджала и другие. В разные годы Мукба работал заведующим литературной частью Абхазского театра, директором и художественным руководителем Сухумского русского драматического театра юного зрителя, редактором журнала «Амцепс». Анзор Мукба был председателем Государственного комитета по репатриации, с 2011 года председатель Союза писателей Республики Абхазия. За последние 10 лет в день 15 апреля самая высокая температура была зафиксирована в 2013 году, это 21 градус. Самая же низкая в 2015 – 7 градусов.